Всем привет, дорогие друзья! Так, после утреннего эфира нас стало 31 участников. И сегодня ко мне пришла посылочка. Показать не буду. Посылочка со словами благодарности. Житель Хабаровска Роман отправил мне элитный напиток с 2 кружками. Я его припрятал далеко-далеко, чтоб никто не нашел. Вот, будет время, достанем, как говорится. Так, сегодня хотел отправить уже заказы. К сожалению, чуть не успел, закрылся банк. У нас банкомат Сбербанка работает до 17:00, и нигде его нету. Круглосуточного доступа нету нигде. Вот поэтому прошу прощения, Александр, завтра отправлю. Вот, потихонечку делаются заказы. Делается, всех должен успеть. Хотелось бы до 20:07 отправить. Да, звонят, пишут новые заказчики, желают приобрести и так далее. И много участников, должен сказать, много участников по программе моей личной в рассрочку. Аж 8 человек. Вот. Даже можно сказать 10. Другие думают. Ну а так 8 человек начинают выплачивать любую сумму, любое время. Вот. Пока вот так. Так, и еще одна просьбочка. Закончил сегодня ножик. Вот такой. Хозяин, пожалуйста, объявись. Эльмакс. Вот. У тебя тут была трещина. Можно сказать, даже оскол. А так поработали. Ну, не очень сильно, но из-за чего такие практически глубокие осколы, я так и не понял, из-за чего. Так, у меня много контактов. Будь добр, ты мне этого отправил. До выставки пришло. Вот отправил. Под ключ сделано. Где? И хочу отправить. Отзовитесь. Так и еще Владимир так и исчез. Так что, ребята, в следующей неделе выставляю еще один суперский ножик CPM SV60. Длина клинка, если не изменяет память, 16. Дол станочный. В темном исполнении. Вот. Владимира что-то ни слуху, ни духу. Говорят, охота началась в Центральной России. Гусь летит и так далее. Ну, у нас еще зима, снег лежит. Теплеет. Ну, позавчера буквально проснулись. Снега практически почти ушло. Дорога пыльная была. Позавчера проснулись в зиме. Снежок. Посадки.
Так что гололед. Ну, сегодня уже тоже чуть ветром задуло. Более-менее сухо стало. Итак, друзья, здорово всем. В прошлых эфирах рассказал, понемногу закупаю я, уже закупаю понемножку металл. Вот, кузня будет 12×6, двухэтажная, второй этаж мансардный. Проект утвердилась, стоимость точно сколько будет примерно известно. Вот, будет металлокаркас, будет сэндвич панель из базалита. Не полистирол, а базалит. Ну, во-первых, безопасность, во-вторых, более шумоизоляции присутствует, чем на полистироле. Здорово. Вот, как слышите, печка работает. Благо сегодня свет не взяли. Ну, скоро должны взять. Отключают, потом приходит городской. Подключает городскую электросеть. Также сегодня некоторые подписчики, друзья, знакомые хотят прийти помочь на стройке. Это не соседний район, не соседний город, даже не соседняя республика, даже не страна. Прям скажу, с Украины. Хотят прийти помочь. Ну, welcome. Лишние руки никогда не помешают. Но срок будет известен. После охоты на уток сразу приступлю. Как снег первый уйдет, машина песок будут везти. Прикуплю уже. Дорогу надо там засыпать гравием, чтобы большой груз заехал. Лесной массив. И делянку сделаем. Но по возможности на канале выложу, как идет процесс. Пущай весь мир посмотрит, какие результаты сегодня, что предстоит завтра. Но самое главное, во время этой стройки я и мои руки не должны отвлекаться от основной работы кузнечной моей. Ну, мои родные братья, их соберу, сводных братьев соберу, построю. Все зависит от этого, к сожалению. Итак, если хотите заказать, все принимается. Заказы уже сейчас разгон наберу как следует. Вот, всем отправлю, обзорчики сделаю. А этого ножа уже не успел сделать обзорчик. Вот, а последующую постараюсь сделать как так и так далее, и так далее. А то на канале одни это лицо везде. Здравствуйте. Так, ну, часто используемый нож. Где мой самый используемый ножик моей, скажем так, коллекции? Да. Малыш. Кован долом. Ну, тут сталь У10. У10. Я это изготовил в 14-м, если не ошибаюсь, году. Вот. Скорее всего, в 15-м. Еще такого. До этого клейма еще у меня не было. Тут буриком тут
в области этого я бы написано. Вот такие изделия были. Ну, если обратили внимание, по центру, чтобы колющие удары были, не раскололся, не отломился кончик, так и делается. Но для создания каждого ножа после тестов все равно вторично уже поправляется на станке или руками. Ну, в основном на станке. Вот, тут никакого секрета нету. И этим же ножом делается и ножны. То есть она постоянно тестируется. Ножны, каждый нож им же самим сделается ножны древесины. Вот. Таким образом уже узнаешь, какая у него там будет будущее, какой не только он хозяина будет известно, когда уже куешь. Вот. После закалки уже утвердится, после после завершения посадил на рукоять, тогда уже он будет известен полностью, можно сказать. А если там ножны простые, кожаные, во время шитья, уже некоторые данные тоже поступают. Человек ходит ли налево, человек чуть-чуть, если в кавычки говорить, клептоманит, там такие маленькие грешки она выявляет. Ну, как говорится, чистому льду. Вот такой он человек, мой хозяин, говорит. Это уже не секрет, практика. Но я никогда не говорю. Ну, первый год, да, говорил по заказу. Да, разные люди с разными характерами, разных профессий заказывают. Вот. Некоторым нужно для того, чтобы понтоваться. Это настоящий. Вот. Супер. Порезал колбасу. Как говорится, побухали, показали. И все. Вот. А некоторые уже днем и ночью, летом и зимой в лесу. Действительно охотники. Действительно пользуются. Действительно уважают твой труд. Это уже сразу говорит. А я ему отвечаю: ну, молодец, не подведи, идешь к такому-то человеку. А когда звонят, обычно заказывают 97% буквально нож нужен для разделки чего-то, для рыбы, для сахатова, чтобы держал и так далее, и так далее. Ребята, я для того и делаю. По-моему, это не слишком, но все-таки личные вопросы. Вот. А когда узнают про настоящую цену, тут уже меняется немножко разговор. Если человек не осилит такую цену, сразу спасибо, аккуратненько. А если действительно хочет, говорят, у вас такой, до связи, потом набирает еще раз, наверняка канал смотрит. Говорят, у вас есть такая программа, можем ли мы участвовать, без проблем, говорю. Вот так. То есть человек идет к цели, чтобы получить действительно хороший, настоящий охотничий якутский ножик. Вот. Для таких уже создается нормально, конкретно. И уже, ну, многие говорят, душа не лежит, душа лежит, в руках поддерживает. Но это мое, не мое. Каждый мужчина уже чувствует, видит. Вот. Вот именно такой же ножик отправляю. Некоторые говорят, у меня ладонь там 12, у меня 9. Какая разница, можете сделать такой рукоять. Ну вот, сам диктует такой ножик. Ну вот такими выходит. Идентичных один к одному и просто ничто не бывает. Копии там можно копировать, конечно, но все равно
большинство совпадений там будет всего 30, нет, 37 максимум процентов совпадений. Это во всем. И ножнах, и в рукояти, и рисунке рукояти. Добрый. Вот. Так что все индивидуально. Вот. Мы общаемся не только через интернет. Вот. И мы общаемся. Ваши ножи мне говорят про вас данные мне информацию. Больше меня ничего не интересует, сколько у вас долгов, любовницы, это меня не волнует. Вот. А так, первые, ну, по-моему, 2 года каждому заказчику уже говорил и отправлял этот заветный корешок, код слежения и добавок с вас столько-то рублей отправите на карту или на телефон. И так говорит, на 2 ножа я им написал. Вот, написал и отправлял. Вот, в основном, надо сказать, все удивлялись, откуда вы знаете, а других чушь какая-то, но этот процент был маленький. В основном, говорится, практически все правильно. А потом я перестал, просто почувствую, все, хватит. Зачем людей пугать? Вот такие вот пироги. Если есть вопросы, ребята, у меня чуть-чуть время есть. Задавайте, пока в эфире. Пока, как говорится, в эфире, задавайте вопросики. Ну, для тех, кто только подключился, у нас стало 31. Вот, с утра добавилось, я не помню, сколько там было. Вот. Всего ничего. Вот. И рекорд нынешний 8. Один хозяин молодец, 8 штук приобрел. Вот. И если баночка будет маленькой и призы такие большие и количество немалое, так что шансов вообще конкретно много. 5 раз много, чем предыдущие месяца. Вот так вот, друзья мои. Ну, пока у меня все. Потихоньку, ну, разгон с понедельника конкретно подберу. Четверг, пятницу, следующий через недельку конкретно напечатаю билеты. Вот и баночку там и выберем. Так, кап березы. Очень ценная вещь. Дружбу. Так, можете повторить условия розыгрыша новички. Ну, что там условия? Завтра, надеюсь, еще раз репорсну, ребята. Еще один видосик сниму по WhatsApp. Если новичок в этом канале, так, разыгрывается 5 ножей из разных сталей, из разного вида. Вот 3 уже готово. В бычьем хвосте рифленая. Малыш 1 CPM SV 60. И вот C3 Elmax. Из Elmax. Вот. 3 готово. 2 варится. Вот.
И эти ножи разыгрываю. На этот номер карта прикреплена. 20 апреля 20:00 по якутскому времени разыграем 5 ножей в этом канале. Только в этом, не Инстаграм, нигде. Только здесь будет эфир. Вот. И стоимость билета по 500 рублей. То есть вы отправляете 500 рублей, у вас один билет. То есть один шанс из 31 участника в данный момент. Вот и все. Перед отправкой сообщение получателю, Сбербанк онлайн, пишите свой номер, мобильный номер. И этот номер ваш номер билета становится. То есть у каждого сотового идентичных номеров не существует. Правильно? Вот. То есть этот номер активный, не WhatsApp, не какой-нибудь, а именно активный. Этот номер отправил вам такую-то сумму. У меня смс приходит. Вот. Я смотрю, зафиксирую номер, посчитаю сумму, 500 рублей, 1000 рублей, 2 билета, значит, 2000 и так далее идет. Понятно, да? Ну и на этот номер. Все, фиксируется номер. Сколько-то билетов, 2-3, все. Эти номера я печатаю. Опускаем баночку. И 20 апреля вот этого крючка вытягиваем номера. Вот. Так, повторение. Еще раз, 3 звонка, такого нету. Этот номер вышел на крючке, он и победитель. Неважно, он в сети, не в сети, все равно звоним. Алло, алло, вы здесь, поздравляю, приобрели, не приобрели. Если человек не берет трубочку, такое бывало 2 раза уже в нашей компании. Вот, и один раз человек был на вахте, другой раз, как и угадали, была женщиной, телефон в сумочке где-то. И тот раз я звонил не своего номера, а с номера жены. Поэтому победительница не подняла трубочку во время эфира. После эфира она узнала. Следующий день, посмотрев канал, не поверила своим глазам, что это ее номер. Вот, и она решила позвонить мне. И этот звонок я снял и выложил на канал. Добрый. Добрый. Так. Нечистыми дружили. Водили куда? К сожалению или к счастью, нам, кузнецам, вообще кузнец это слово, и человек таковой, особенно слово, не маленькое слово. Кузнецом не становится, не рождаются кузнецом. Люди говорят, что это кузнец. Пару ножей сделал, что-то налепил. Я кузнец, я крутой. Такого нету, ребят. Да, бывают люди, которые начали очень даже хорошо. Годик, второй. Тишина. Спрашиваешь, зачем не занимаешься до конца? Почему не делаешь? Что перестал так? Не хочу, неохота. Вот. Сам слово кузнец по-родному, по-якутски ус называется. Ус, ус, 2 у, короче. Вот. И кузнецом народ говорит, что это действительно кузнец. Говорят, ты стал кузнецом. Я тоже говорю, да, говорят так. И нельзя говорить, что это каждый кузнец действительно кузнец. Это тоже можно оспаривать сколько угодно. Но все кузнецы в одном придут, в одном мнении, они все
согласятся. И на канале их немало. Даже сейчас смотрят. Мы работаем ради вас. Ради людей. Мы делаем плохие вещи. Мы делаем фуфло, чтобы вас мучить и так далее. Такого нет. Чтобы вас обманывать, чтобы обдирать последние и так далее. Такого нет, ребят. Ремки, Рема. Ну вот. И туда, и сюда. Да, ну, слово такое большое. А что касается связанное с нижним миром, верхним миром, это не исключено. Вот. Чем больше играешь огнем, чем дольше смотришь на огонь и за пределы огня. И каждый кузнец во время ковки у открытого огня буквально каждый день бывает, общается с ним и друг друга воспринимают кто-то как-то. Тут такого вот. Тут, ну, держит контакт. Вот. Ну, по-научному там медитируют, там бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ну, наверное, подтягивает своих ближних, если хочет он из тебя сделать кузнеца или подобие того. Вот. А через огонь. Ну, огонь это, по идее, по нынешним временам это Wi-Fi, интернет. То есть доступ дает. Но это огонь впервые кто-то оттуда или оттуда взял. Об этом все знают. Ну, почему-то на столе суп не варится. Все идет из-за чего-то. Даже электричество до сих пор неизвестно, что такое электричество. Надо включать, тогда идет. А если сейчас отключат там, то эфире кирдык эфиру. Все взаимосвязано. Ну а то, что кузнец выше на один уровень от шамана, это точно. Это есть. Это так. Вот. А не каждый кузнец выше шамана. Вот это тоже так. Ну, если на то пошло, вот поэтому и делаются ранги начинающий и так далее. Ну, в былые времена кузня стояла за пределы деревни, на краюшке где-нибудь там. Ну, имеется в виду, малейкум, имеется в виду Якутии. Не в центре где-нибудь, а где-то на опушке, тихоря там. И у них был режим в основном ночью. Когда все спят, когда только начинают, а этот только начинает работать. Угу. После этого ночью люди сейчас 60% жителей Земли занимается этим каждую ночь. 60% всей Земли. Загадка была. Сейчас не колдует, а смотрит интернет. Ночью ловится хорошо. Ну, вообще-то, если взять там прямую и сказать, посадить на блюдечко и интернет, и телевидение, и даже этот самый электричество,
создана не Всевышним. Она, да, и пресса, и так далее, и так далее. Короче, все отвлекающие моменты созданы не от Всевышнего, а оттуда, чтобы тебя одурманить. Ну, алкоголь, табак, само собой. Тебя одурманить и отвлечь. Ну, карты игральные и так далее. Азартные игры. И отвлечь. И в себе принять. Короче, очень большая предвыборная кампания в серединном мире. Пожизненно. Воюют за этот мир, короче. Вот. Ну и сейчас и у нас очень популярные люди детей своих воспитывают без телефона, без газет, без телевизора. Вроде на квартире живет, вроде хорошая работа, вроде лучшая машина, надо сказать. Но у себя своих детей только дает книжки настоящие, не а-ля тополя-цветные, а именно истинные. Не религиозное какое-нибудь, а именно искусство. Настоящее, искреннее, можно сказать, даже детственное такое. Чтобы мозги не компасировали другие. Чтобы получить что? Вот именно здоровое потомство. Вот. А так этот все. В общем, долгая история. Вообще-то. Так, Крахара. Ну, пускай голдует. Ламла. Алдывын. Монет лавын. О, монет на. Ну, человек спрашивает, когда даете ножик, алгыс делаете? Ну, говорю, отвечаю, делается. Некоторые сами увидели. Вот. И каждый ножик шепчет, кричит. О, наконец-то мой пришел. Наконец-то мой пришел. Это твой. Нет, за ним идет, за ним идет. Тогда лежи. А этот приходит, посмотрит на это и уходит. А тот, который за ним пришел, смотрит и останавливается. Можно его? Да, пожалуйста. Смотрит. Сколько он стоит? Сумму услышал. Хорошо. Карты берете? Без проблем. Даю номерочек, онлайн бросает. Алло, алло. Дает монетку. Этой ухой, этой ухой. И подсказывает. И он говорит, сколько он будет служить. Потеряет, не потеряет. Украдут, не украдут. Но в основном все у себя дома. Пока. Ну вот, хозяин пошел. Все, информация снимается. Ничего. Вот такие по гарантии приходят. Те, которые приходят. Уже я смотрю, спрашиваю. И, как говорится, некоторые, да я случайно, а некоторые, да не я, не он, а меня другой взял. Поэтому я такой. Это не шутки, ребят. Ну, у меня высшее образование есть, да, с плечами. Слава богу, было такое время. Без высшего образования никак. Было. Но высшее образование, высшее много зарплаты не дала. Ну, поэтому не перешел, не переходил. Как говорится, время пришло, поменялось. Вот. То, что бабушка ворчала, это правильно, до сих пор ворчат. Вот. Через лет 20 бабушки станет.
надеюсь, все равно будет ворчать. Первое дело, первое время, конечно, все интересно. Да, действительно надо, действительно есть, говорят такое, ого, ага. А потом проходишь некую стадию, ты это уже знаешь. Ну, сегодня вечером один ножик сделал, да? О, супер. Красивый. Ну, хозяин обрадуется. Он показывал. Ну, утром приходишь. Разве это делал я? Что доказывает, что тебе надо туда, 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 выше, выше. Давай, делай еще выше, еще лучше. Как бы снизу пинает. Давай, 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 давай. Вот. И в результате уже второй или третий, я уже не помню, порошками. Валяй, валяй. В планах, конечно, есть все. Еще есть крутые, но не порошки, уже другое. Там Булат не Булат, нержавеющий Дамаск. Сделаем. Придет время. Но самое основное не только у меня и у вас должен быть основным врагом, должен быть время. Так и есть на самом деле. Я не завидую тем, которые сидят на пробке. 30% своей драгоценной жизни тратят на пробках. И сколько там тонны нервной системы умирает каждую секунду, не представляю. Сами себя душат. Действительно, выживаете, ребят. Не завидую. Тут уж сказать нечего. И тут приходит на ум опять политика, опять а-ля тополя. Не, ребят. Надо жить сегодняшним днем. Просто. Поставить задачу. Задача ясна, ясна. Добейся, сделай. И чуть забыл, позавчера после такого про жизнь, по-моему, эфира позвонила бабушка. Вот, и говорит, у меня сын, ему 40 лет, до сих пор холостой. Я всяких там привела, там подружек с детства не было. Да, в действительности, сейчас очень много, в частности у нас, в нашем районе, аж 40% холостых людей до 40 лет. Это очень много. Именно молодые люди. Высшим образованием, служили в армии, но холостые. Это утверждает очень. О чем они думают, не знаю. И у меня даже моих родственников, ближайшие братья тоже холостые. Некоторым 28, некоторым 25. Спрашиваю, ну что, сколько должен еще жить сам себе? Чего ты добьешься потом? Ну, смотри у своих одноклассников. Да, вижу. Больше на свадьбу не приглашают. Почему тебя пригласить-то? Сам остался один, наверное. Да, я один холостой в классе. Стесняюсь. Ну вот. Это очень утруждает. Это нехорошо. Да, тут многое можно там найти. Оправдания. Из-за чего-то, из-за чего-то. Наверное, директор школы была женщина. Вот поэтому холостой. Директоров школ даже одни бабы. Действительно. Ну, поэтому пацаны пошли холостые. Да, трудяги. Да, не пьют. Да, работают, но холостые. Груз ответственности давит. Нет, ребята. Слишком много личной информации в мозгах.
и у молодых женщин, да, и уже через шаг другой. Зрелым людям тоже много информации, личной информации. Того, что не надо, вот чего. Такого информации очень много. Все как забыли, для чего пришли. Даже не понимаю. Вот у меня братан сводный, он вообще не знает. У него мозг остался семиклассник конкретно. И стесняется, поэтому комплексует. Комплексы у него из-за чего, не из-за чего, уже расширенный такой. Вроде мужик, бородатый. Котельки что? Все зависит от нас, повторюсь, ребят, от мужиков. Ну и, само собой, и разводы, матери-одиночки, какие пацаны там вырастут. Понятное дело. Погуляли, свадьбу сыграли, и раз-два, я туда, ты туда. Даже как в анекдоте: дорогой, давай разведемся, давай. Я тебе дарю в связи с разводом сразу 2 машины. Ты что, дорогая, у нас же Lexus один. Lexus мой, стиральная машина. И еще какая есть, забыл. Короче, эти 2 твои. Остальное я не знаю. Но живут как будто понимают, воспринимают этот мир просто так. Ну просто так. Пожить бы эту неделю и все. А что там дальше будет? А как же, в конце концов, найти кого-то, ради кого-то, чего-то действительно найти, половинку? Не знаю, стремлений нету. И очень много информации. На телефоне нажимал пару кнопочек, вроде все нашел, красавчик. Удовлетворил себя и все. А по-настоящему, где живут они? В это время батя был бы, ремнем, как следует, сразу по полочкам стало бы. Пацан, ты не прав, так нельзя делать. Вот смотри, было такое. Вот, понял? Все, человек идет прямым путем. Я про девочек вообще молчу, ничего не буду говорить. Я говорю про мужчин, про мужиков, а не про полузащитников 22 февраля. Все зависит от нас только. Мы выбираем, мы и решаем, как быть. Так и должно быть. Зачем тогда самец, наконец-то? Зачем нужны мы? Для чего? Чтобы сделать плохое? Да, иногда да. А это плохое через 20 лет будет казаться самым-самым верным. И только мы об этом знаем, мы мужчины. Мать никогда не знает. Будет мстить всю жизнь, вспоминая те моменты. Вот так вот. В конце концов, все равно туда идет. А что касается, как крутиться ради чего-то, чего сделать, ну, это уже ваше желание. Это все зависит от вас. Хочешь — укради, хочешь — грабь. Твои проблемы. Получается. Потом ответишь запросто. Хочешь, не хочешь. Хоть ты и президент, хоть ты этот самый золотым унитазом, там не спросят, не беспокойся. Лучше ходи пешком,
занимайся спортом, будь вежлив, приветствуй всех и так далее. Вот так вот. Ну что, в конце еще раз скажу. На сегодняшний вечер 31 участников. В связи с открытием на гуся ребят поздравляю. По инстаграму вижу. Честно говоря, завидую. Ну, у нас тоже время придет. На гуся вряд ли получится. На уток пойдем. Всему свое время. Еще есть неделька другая, а потом уже 1 мая, ребята. За деда будем поднимать тосты. Ну, 1 мая, как раз он. И отдыхаем 1 по 5 мая. А потом 3 дня как-нибудь, и уже 9, 10, 11, 12 конкретно праздник. Отдыхаем, мужики. Вот так вот. Ну, все знаем, да, что действительно настоящие солдатами, патриотами вырастают те ребята, которые без родителей, которые Суворовское училище и так далее, которые с детства знают, что такое боль, что такое действительно, как надо, что надо. Они понимают, котелок варит, и у них уже стержень мужской, конкретный. Больше другого они не воспринимают. Вот. Из таких людей после армии, даже после боевых действий, уже ребята толковые. У них бизнес не бизнес. А те, которые в майках, тапочках на диване, так и лежат в майках и тапочках. Только вес нарастаем. Весь комок нервов. Ну, но это каждому не укажешь. Но мы все-таки мы знаем уже, что такое действительно, через которое прошел, уже знает. Да, это так. Больше ничего. Даже спорить нечем. Все равно так и есть. А тот, который избалованный ребенок с малых лет в этом, с мягкой мебелью и так далее, как говорится, в народе у нас. Какой там будет пацан, как студенту пойдет, да, будет машина, квартира у него, а у того ребенка, который отец и мать отсутствует, или есть одна и та, уже понимает, уже видит, что родители пьющие и так далее, видит всякую нечисть вокруг, и в этом вырастает как бы джунгли, Маугли. Из этого ребенок выходит. Годами-то одногодник получается. Мировоззрение, взгляды на жизнь совсем другие. И тут вы скажете, все решает деньги. Нет. А именно воспитание. Воспитание будущего поколения. Я раньше не задумывался. Старики, но ветераны Отечественной войны, их чуть-чуть, буквально несколько штук осталось. Дай бог здоровья им. И один ветеран 9 мая в действии сказал: ну, ребята, мы принесли эту победу ради вас. Это, говорит, не эту власть, говорит, не это время, он говорит, этот мир мы принесли вам. Вот. Так будьте достойны. Я вижу вас, говорит. И оставляйте таким, как мы принесли. Лучше сделайте. Вот и все. Микрофон включил, ушел дед. А я не понял. Что, дед с ума сходил, что ли? Что такое? Что такое?
а это слова не вышли в голове, варится. Ну вот, сражались, действительно так. Время было такое, не скажешь. Сейчас один самолетик или одна бомбочка, бум, начнется тут такое. Скажете, власть? Не совсем. А то, что уже было, уже произошло, сказать просто, да, как бы получается. Вот. А то, что действительно имеем, мы, все мы имеем, а если говорится мы, это не твое, а общее мы. Вот. То, что мы сейчас имеем, должны передать. И это могут передать не женщины, ребята, а мы. Именно мы, мужики. Так что ответственность булсая. Да, слишком много, очень много лишней информации. Даже вон на выставках приходят и учат. Старину делали так, начали сделать так. Я жил в Якутии 20 лет. А сейчас настоящий якутский такой-то. А я стою и слушаю. Вы совершенно правы. Спасибо, дед, спасибо. Уходит. А он ничего не договорил. Приходит обратно. Вы меня поняли? В следующий раз сделайте вот так и приходите. Да, конечно. Спасибо. Да. Ну, как в сказке, там, где мультфильм был в детстве, приходят два портного к королю и шьют самый уникальный такой. Самый уникальный, даже невидимую ткань, которую супер, которую нигде нет, невидимая. И одевает короля. Там шьют, там мерят что-то, и все. Выводят. А король дурак. Действительно такая, да, даже невидимая, ну суперская. И король выходит на улицу перед народом голым. А тут один ребенок сзади. Да он же голый! Вот такой вот. В результате так. Слишком много личной информации. Да и бог с ней. Даже я устал повторять. Так, ну чё. Приземлимся чуток. Просталь РВЛ-34. Приговор вынесу через 48 часов. Испытания идут. Истина где-то рядом. В принципе, нашли. Завтра утро точно найдем. Вот. Так что в моем коллекции, скажем так, из порошков будет присутствовать помимо Эльмакса, CPM и РВЛ 34 будет. Вот. И еще один есть сталик. Меня дожидается. Завтра к нему подойду. CPR называется. Высоколегированная. Результаты поражают. Ну, посмотрим. Натыкаем, посмотрим, узнаем. А такого CPR в России только в данный момент только у меня и одного очень большого концерна. Больше ни у кого. Имя концерна не буду говорить. Вот, больше ни у кого. Это информация прошлой недели. Может, сегодня продали, не знаю. Вот так вот.
Все зависит только от нас, ребята. Так. Переведем выводу. 31. Завтра с утречка наверняка выйду в эфирчик. Возможно. Роман, еще раз спасибо за такой хороший элитный напиток. Испробую, как получится. До 9 мая дотянуть бы. Там праздник все-таки. Вот. Да, и сегодня должен сказать одно слово благодарности моему, извиняюсь, земляку Константину. Он привез сегодня целый багажник бычьего хвоста. Совершенно бесплатно. От чистого сердца. Приходит, а я сижу. Здорово. Угу. Что, привез? Угу. Открывает багажник. А там целлофан такой. Не мешок, а целлофан. Ну, открывай, говорит. Открыл, а там энное количество хвостов. Так что заказы хвостами, надеюсь, в эти летние месяца поступят. Буду принимать хвостами. Пока хватает. Спасибо, Константин, еще раз. Еще принеси, если найдешь. Вот, люди добрые, так сегодня 2 раза порадовали. Чего и вам в Центральной России желаю. У вас там всего ничего, обед только прошел. Пусть будет у вас вечер удачный. Проверьте. Еще раз подумайте, в чем мы можем успеть, преуспеть. Имеется в виду воспитание сыновей, своих племянников, близких родственников. Да и нам, мужикам, можно и научиться. Век живи, век учись. Это пословица как раз к этой теме. Вот. Так что больше тянуть не буду. До свидания.